Май 2014 года. Асинское ущелье Ингушетии. Сегодня здесь ведутся масштабные дорожные работы. Именно с таких дорожных работ на этом же самом месте только ровно 27 лет назад начинается история, которую мы сегодня поведаем вам. В 1990 году в сборнике научных трудов Сибирского отделения Академии наук СССР появилась небольшая публикация двух молодых ученых-археологов из Чечено-Ингушетии – Джибраила Чахкиева и Евгения Нарожного, посвященная уникальной и очень редкой в своем роде археологической находке, сделанной в Асинском ущелье за 3 года до этого. В 1987 году ко мне поступила информация, что при проведении дорожно-строительных работ на окраине селения Верхний Алкун найдено какое-то погребение. Я срочно выехал на место, и в результате проведенных охранных археологических исследований было установлено следующее. Захоронение находилось на высоком берегу реки Асы напротив башенного комплекса Гаге-Галаш. Это был каменный ящик, сложенный из плотно подогнанных друг к другу сланцевых плит, внутри которых находились останки одного человека и большое количество предметов, принадлежавших ему. Это был железный шлем, склепанный из 2 равных частей при помощи заклепок и горячей ковки. В нескольких местах шлема прослеживались явные механические повреждения. Кольчуга, некогда изнутри и снаружи обшитая плотной тканью с рукавами до локтя. Она имела высокий ворот, в левой части которого также имелись механические повреждения. Кольца кольчуги были разорваны. Металлические шарнирные налокотники, застегивавшиеся на 2 массивные пряжки. И богатый набор оружия. Боевой нож, сабля длиной 85 сантиметров, преднамеренно переломанная в 3 местах в соответствии с похоронными обычаями тех лет. Боевой лук и колчан с 30 сохранившимися наконечниками стрел. Было видно, что их владелец придавал большое значение именно этому виду вооружения. Стрелы в колчане располагались наконечниками вниз, в строго определенном порядке, в зависимости от функционального назначения. В этом погребении, кстати, у меня такое ощущение, что у него было все-таки не 1, а 2 колчана, судя по количеству наконечников стрел. Древко стрелы имело 3-лопастное оперение, под которым находились полосы разного цвета. Цвет позволял определить вид наконечника стрелы, находившейся в колчане. 11 плоских и 19 узких граненых бронебойных, предназначенных для пробивания кожаных и металлических доспехов. Что же касается самого погребенного, это был мужчина ростом 180 сантиметров, скончавшийся от тяжелых ранений в возрасте 40-45 лет. При обследовании скелета было установлено, что его череп и грудная клетка были поражены клинковым оружием и стрелами. Здесь фрагменты черепа тоже присутствовали, которые показывали, что он не своей смертью, а где-то в бою или в боестолкновении был убит. За достоинством погиб то, что он неоднократно был в сражении, еще указывает предметы вооружения. Они носят следы многочисленных переделок, ремонта. Затем ученых ожидала еще одна очень важная находка. С ним в погребении обнаружены были 2 серебряные, очень редкие золотоордынские монеты хана Пулада. Эти монеты
чеканились в Хаджи-Тархане во время правления Пулада с 1407 по 1410 год. Благодаря этой находке ученые смогли более или менее точно вычислить время жизни мужчины. Учитывая, что на момент смерти он находился в возрасте 40-45 лет, получалось, что жил он в конце XIV – начале XV веков. Но самое интересное нас ожидало при дальнейшем обследовании. Здесь же, в каменном ящике, мы обнаружили два кувшина, на которых одинаковыми буквами были с использованием древнегрузинского алфавита начертаны имя местного военачальника. Причем письмена сделаны по сырой глине до обжига, то есть на месте где-то здесь у нас непривозное. Фото надписей на Асом Таврули. Именно так называется старинный вариант грузинской письменности, на котором они были выполнены, были отправлены в Тбилиси, где их исследованием занялся Георгий Гагашидзе. В 1987 году я тогда был старшим научным сотрудником Музея искусств Грузии. Прислали из Чечено-Ингушской автономной республики снимок фрагмента кувшина. И на этом снимке, на этом фрагменте, на обломке этого кувшина была надпись, вычерченная надпись «Асом Таврули». И вот так читается эта надпись «Талерв». В языковом смысле я могу абсолютно чистой совести сказать, что слово «талер» в грузинском ничего не означает. Ну, наверное, я думаю, что все-таки это ингушское собственное имя. Грузинские специалисты оказались правы в своих предположениях. Если говорить об этом термине с точки зрения ингушского языка, с точки зрения ингушской ономастики, то это «телар-в», то есть «телар есть». Это имя собственное. Есть целый ряд имен, ингушских традиционных старых имен, которые оканчиваются на «лар». Это «тилар», «гулар», «килар», «джулар». Есть и другие, их много, этих имен. Но кто и почему записал имя ингуша на Асом Таврули? И каким образом грузинское письмо появилось в Ингушских горах? И у нас это часто мы их находим. Находим на склепах, на башнях и на предметах близко. На мисках находим, на кувшинах находим. Один из таких именных ингушских предметов хранится по сей день и в Тбилиси. Есть у нас в Музее искусств Грузии маленький кувшинчик. И вот на этом кувшинчике тоже есть надпись, выцарапана надпись из 4 букв. Читается «Акой». Это тоже из Ингушетии. «Акой» или «Акуй» можно трактовать как фамилию или собирательное слово. Как мы знаем, допустим, «Коазой». И в любом случае это собственное имя или фамильное собирательное имя. В любом случае это ингушское. Вот этот самый кувшин, это не выдающееся такое произведение искусства, которое относится или к церковной утвари и так далее. Это обычный кувшинчик, который был распространен, которым пользовались простые люди. А на ней надпись, на кувшине надпись. Значит, письменность была распространена довольно широко. Но почему именно Асом Таврули? Распространение грузинской письменности в Ингушетии свидетельство ранних и давних культурных, политических связей между двумя родственными народами, ингушами и грузинами.
ингушско-грузинские отношения начинаются испокон веков. Кратко скажу, что это не новость, потому что каждый ингуш, так же как и каждый грузин, знает, что первый царь, объединяющий грузинского государства, Парнаваз, был женат на ингушке из Дурдзукетии. Когда его внука свергли, Суармага, он пришел сюда, попросил войско в ингуши, они пришли, опять посадили его царствовать. Неоднократно ингуши спасали грузин тоже от нашествия. И взаимно было такое. После него при царе Саурмаг, при царице Тамаре и Лаша Георгий эти отношения становились все более и более тесными. Все это прослеживается не только в грузинском фольклоре, но и в ингушском. Например, как в известном предании об Арахой-Кантии и Яркал-Пачихе, грузинском царе Иракле Патарашвили, в котором они подписывают мирный договор у храма Тхаба-Ярды, изложенный на Асом-Тавруле. И он говорит: «Сундикхоу, хундикхоу, гурджи иоазл». Или он говорит: «Я хорошо знаю, и ты хорошо знаешь грузинскую письменность. Самое главное, они писали грузинскими графемами, то есть буквы были грузинские, но писали по-ингушски». Итак, Кавказ обогатился еще одним древним письменным народом. У ингушей было свое собственное письмо. И, надеюсь, и литература, которая будет найдена. Это была последняя находка в погребении Телара, однако Чахкиев Джибраил уверен, что в ней могли находиться еще какие-то предметы. Там, похоже, было еще какие-то вещи, но поврежден был, там бульдозер проехал, он часть вашу снес. Костяк мы перезахоронили. После исследований Джибраил Чехкиев выступил на Всесоюзной научной конференции археологов и историков в Новосибирске. Затем я совместно с археологом Евгением Ивановичем Нарожным, ныне профессором из Армавира, мы опубликовали эти материалы в специальной книге. Поскольку я был самый молодой, мне доставалось, скажем так, чистить вещи, клеить там чего-то, и почистили монеты, склеили перекрестия сабли и подготовили к публикации. После научных изысканий оружие и защитная амуниция, принадлежавшие воину Телару, были отправлены в город Грозный, столицу бывшей Чечено-Ингушетии, в Объединенный государственный краеведческий музей, в те годы самый крупный на Северном Кавказе. Совершенно понятно, что во времена Объединенной Республики археологические материалы, так сказать, полученные в результате исследований, попадали в фонды Объединенного музея. К сожалению, судьба археологических материалов, которые попали до 1991 года в Черногорский республиканский краеведческий музей, в его фонды, не очень завидна. В ходе, прежде всего, первой военной кампании, значит, музею был нанесен значительный ущерб, поскольку в результате военных действий было утрачено до 90% наших музейных фондов. То есть, значит, разрушено, похищено, одним словом, утрачено. Для нас мы сегодня не можем сказать, что было похищено, а что уничтожено. Потеряна была и материально-техническая база. И предметы из воинского захоронения в Верхнем Алкуне разделили судьбу большинства экспонатов Чечено-Ингушского музея. На сегодняшний день их судьба неизвестна.
Одно можно сказать совершенно точно. Судьба Телара была прочно связана с войной. Ведь даже его оружие, так часто бывавшее с ним в битвах, оружие, с которым он не расставался при жизни и почти 600 лет хранил около себя после смерти, едва увидев снова белый свет, успело еще раз почувствовать знакомый вкус войны. Это было уникальное в своем роде столкновение представителей двух военных эпох — клинка и бога. Но против кого Телар использовал свой клинок? И в каком бою пал сам? Попробуем разобраться в этом. Для начала совершим небольшой экскурс в историю на 100 с лишним лет ранее этого. В 1239 году в результате нашествия монголов пал Магате, Магас, крупнейший кавказский мегаполис раннего Средневековья, духовный, политический и экономический центр всего Северного Кавказа. Они оставили от него только имя его, писал арабский историк Джувейни. В истории ингушей, в истории кавказских народов именно нашествие монголо-татар является наиболее таким вот резонансным событием в их исторической жизни. Конечно, это было связано с жестокостью, которую проявляли монголы к тем народам, которые они порабощали, или в тех же боестолкновениях, не щадили никого, и тот ужас, который монголы вселили в местное население, оно давало о себе знать. Поэтому очень много непокорных людей отодвинулись дальше в предгорье и дальше вглубь гор. Под властью монголов оказывается вся равнинная полоса Северного Кавказа. Она входит в состав улуса Джучи, становится частью Золотой Орды. Золотоордынская равнина перекрыла пути выхода на равнину. Они потом со временем наладились. Но горцы были отрезаны от своих традиционных связей с равниной. Какая-то часть населения всегда оставалась на прежнем месте жительства. Везде это так было, это закономерность. Однако предгорные и горные части Северного Кавказа остаются свободными и, надо отметить, так и останутся незавоеванными монголами за более чем 200-летнее их присутствие в регионе. Таким образом, Золотая Орда разделила Кавказ территориально, культурно и экономически. С этого момента образ жизни коренного населения Кавказа, укрепившегося в его горах, и его часть, оставшейся на теперь уже Золотоордынской равнине, меняется кардинально как сам по себе, так и в сравнении друг с другом. Возьмем, например, те же маджары, да, или тот же Татартуб. Дело в том, что археологически сегодня как раз именно в этих городах фиксируется нахождение именно горского населения. И это по данным, не только по данным археологии, но и по данным антропологии. И поэтому, конечно, какое-то население втягивалось в экономические, социальные какие-то процессы, существовавшие в Золотоордынском государстве. Оставшиеся жить на завоеванных территориях вынуждены приспосабливаться к новым условиям обитания, а в горах разворачивается движение сопротивления и одновременно развивается мощная линия обороны. Ведь прямо у выходов из горных ущелий начиналась Орда. Ученые высказывают такую мысль, что именно в период монгольского нашествия в горах Центрального Кавказа, в данном случае в горах Ингушетии, возникает цепь таких вот военных сооружений, военных крепостей, связанные с вот этим чрезвычайным моментом в их жизни, потому что монголы не собирались уходить с плоскости, с равнины. В всех башенных поселениях боевые башни, они находятся в зоне видимости. И когда враг приближался, зажигался один сигнал, и машинально сигналы по всей Ингушетии давало знать, и сразу войско собиралось, и сразу выходили на защиту чести и свободы. Уже высказана мысль, что вся горная полоса
Ингушетии, и не только Горье, но и Предгорье, это своего рода задуманная единая линия обороны. Вот если посмотреть на все башни с этой точки зрения, они все стоят так, что на важных стратегических направлениях, даже внутри Ингушетии и прочее. И с тем, чтобы уже монголы не могли добраться уже в саму сердцевину, будем так говорить, колыбели горских народов, уже осуществляется строительство заградительных стен. Мы знаем, что подобные стены существовали и в долине Фартанги, по ущелью реки Асса, в Джайраховском ущелье. То есть уже горная зона, она фактически превращается в такую монолитную крепость. Укрепив таким образом тыл, ингуши вступали в вооруженные конфликты с новыми хозяевами плоскости. В 1254 году в монгольскую ставку прибывает монах-францисканец Гильем де Рубрук с дипломатической миссией от французского короля Людовика IX. По возвращении домой монах пишет географический труд под названием «Путешествие в восточные страны», в которых в том числе описывает и общественно-политическую ситуацию тех лет на Северном Кавказе. Пишут, что аланы в тех горах, имею в виду Северный Кавказ, хотя мне кажется, что под аланами подразумеваются все горцы Северного Кавказа, не, скажем, там конкретная группа, до сих пор еще не покорены. Но по ночам они выходят из ущелий, нападают на монголов, угоняют их стада и убивают их вельмож. Мало того, тот же Рубрук совершенно четко говорит о том, в деталях, какого типа были вот эти партизанские вылазки, вот эти нападения горцев Северного Кавказа на монгольские ставки. Он отмечает, что горцы под прикрытием ночи группами в 20-30 человек собираются в отряды и выдвигаются на передовые позиции, ближе к позициям монголов, и, взяв с собой луки и стрелы, начинают свои какие-то специальные разведывательные операции, а также операции по уничтожению самых главных монгольских воинских чинов. Также Рубрук отмечает одну важную деталь, подтверждающую, что в золотоордынских городах еще оставалось местное горское население, которое при каждом удобном случае готово было выступить против монголов. Эти горцы-воины, они имели своих лазутчиков в вот этих крупных городах, которые сообщали воинам-горцам о тех монгольских важных воинских персонах, которые выдвигаются из этих городов. Это делалось с целью нападения и ликвидации вот этих вот монгольских передовых людей, воинов. Одним из крупнейших золотоордынских городов, располагавшихся непосредственно у подножия гор, был Татартуп, стоянка татар. Сегодня от него ничего не осталось, кроме фотографии начала века, на которой запечатлен минарет мечети, просуществовавший вплоть до 1981 года. Александр Сергеевич Пушкин, успевший побывать в нем еще в 1829 году, так описал Татартупский минарет в своем путешествии в Арзрум. Кругом горы видны следы разоренного аула, называвшегося Татартупом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос мулы. Но в конце XIV века Татартуп был важным сегментом политической и культурной жизни Золотой Орды на Северном Кавказе, ее южным форпостом в регионе. В 1361 году на процветающий Татартуп нападает некий народ под названием Луамрой-Керасты. Нападение на город совершается прямо по сценарию, описанному более 100 лет назад Гильемом Рубруком. Группа людей внезапно осаждает город и убивает крупного чиновника Мамакая. Не сумев удержать город, а может, это и не входило в их планы, они уходят за реку Кума, где нападают на канкалов, народ, родственный нагайцам, и на оройтев, предков современных калмыков.
Осуществив этот военный поход, они возвращаются в ущелье. Но кто эти Лоамрой-Керасты? И почему они попали в летописи именно под таким названием? Тут и фонетическое звучание совершенно четко говорит о том, что Лоамрой-Керасты есть никто иной, как предки современных ингушей. На языке ингушей Лоамрой-Керасты означает «горцы-христиане». Если со словом «горцы» все вполне понятно, то слово «христиане» требует небольшого внимания. Подавляющее большинство жителей Ингушских гор в то время были адептами исконно национальной аутентичной религии в единого Дяла. Но в раннем Средневековье, вследствие миссионерской деятельности грузинской церкви, в горах Ингушетии начинает распространяться христианство. Однако прочно утвердиться в горах Ингушетии оно так и не смогло, и даже в самые лучшие свои времена являлось смесью христианства и ингушского язычества. Так почему же нападавших прозвали Керасты? Разгадка этого опять кроется в нахской составляющей жителей Татартупа. Те, которые остались в составе Орды, уже мусульмане, они называли этих горцев Лоамрой-Керасты, потому что они мусульмане, а горцы не мусульмане, поэтому, а не мусульмане, они для них керасты, независимо, язычники, не язычники, христиане, не христиане, мусульмане их называли, в отличие от себя мусульман, они их называли керасты. Тем более, что история сохранила один примечательный топонимический факт, который можно привести в качестве примера. Есть аналогичный пример. Вот, в одном из ингушских обществ Эхки есть случай, где говорят, что Лом Эхки и Ар Эхки. Ар Эхки, видимо, стали чуть раньше, чем Лоамрой мусульмане, и они называли своих собратьев и вообще ингушей, горцев, керасты. Но мог ли Теллар принимать участие в нападении на Татартуп? Если ученые не ошиблись в подсчетах возраста останков, и ему на момент гибели было не более 40-45 лет, то не мог. Но участвовал ли он вообще в выходах на Золотую Орду? Без сомнения. Дело в том, что по данным археологии в горах Ингушетии находится большое количество монгольского вооружения. Как считают ученые, это как раз результат набеговой системы пресловутых выходов на Орду. Все это богатое монгольское вооружение, которое находит в горных областях Ингушетии, связано как раз-таки с набеговой системой, когда горцы, ингуши, осуществляли периодические нападения на монголов и в качестве трофея забирали шлемы, сабли, колчаны и так далее, и так далее. Вот здесь у Талебра Гагиева шлем монгольский. Великолепный шлем, он, по-моему, я еще одну аналогию видел, пока он уникальный. У него оказался налокотники, тоже монгольские. И, скорее всего, Теллар в этих походах не только участвовал, он их возглавлял. Судя по комплекту вооружений, он военачальник конного отряда был. У него снаряжение, все для ведения боя в конном строении. То, что это был видный, заметный военачальник, это несомненно. Это тяжело вооруженный воин, как считается. Таких погребений, типа этого, всего 4 или 5 на 1000 погребений. Вот поэтому сочетание вот этих предметов, защитных предметов в этом захоронении показывает, что это далеко не рядовой воин и, скорее всего, предводитель, действительно предводитель. В позднем Средневековье Бячи. И военное дело для него было не просто вынужденные меры, продиктованные временем и обстоятельствами. Это было его основное занятие в жизни, к которому он относился со всей серьезностью. Талебра Гагиева, у него самые качественные виды вооружения было. Те предметы, которые были вместе с ним, это шлем, это кольчуга, это налокотники, по тогдашним временам стоили очень немало, можно сказать, в какой-то мере даже небольшого состояния.
Оружие очень ценилось в древности, особенно в напряженный период истории. Редко полные комплекты клали с погребенным. Но либо ты был воин-герой, либо ты был военачальник. Вот мы как раз столкнулись с тем, что именно вот такой прославленный военачальник, героически павший, именно для него положили все эти предметы. И оружие Теллара тоже указывало на то, что он хорошо знал противника и готовился к битвам основательно. Об этом говорит его богатый набор стрел. Как мы уже отметили, 19 из 30 стрел в его колчане были бронебойными, узкие, жаловидные. Созданы они были специально для того, чтобы пробивать металлический и кожаный доспех противника. Именно они могли только пробить. А в основном монголо-татары и воины Тимура пользовались металлическими доспехами. Бронебойный, он узкий, маленький, он мог попасть, скажем так, в глаз. Искусственные были, потому что была бармица и были вырезы для глаз. На шлемах маски были. Можно было попасть, скажем, в такое место, где, под мышку, там, например, тоже, когда он поднял руку. То есть это воины были искусные, их учили с детства, и они, скажем, используют такую тактику. Кроме того, большой интерес вызывают двурогие наконечники стрел, которые также имелись в арсенале воина. Это невероятно! Но знаменитые малорослые монгольские кони также были боевыми напарниками своих наездников. Высотой 130 сантиметров холки невероятно выносливые. В ближнем бою могли укусить или существенно брыкнуть лошадь противника. И широкий наконечник был предназначен специально для них. Вот у монголов была такая тактика, когда они выскакивали на противника, сразу усыпали его градом этих стрел, причем не целясь, стараясь попасть в лошадь. Лошадь ранее начинала метаться, разбивать боевой порядок, уноситься, и там все это приводило к хаосу. А здесь, вот, скажем, горцы тоже, скажем, подбирали. Они знали конкретного противника, знали конкретное вооружение. Если же говорить о крупных военных сражениях, в которых мог участвовать Теллар, то вероятнее всего это были битвы с воинством Тамерлана. Он активизировался на Кавказе как раз в то время, когда Теллар стал активным участником процессов, происходивших в регионе. В 1386 и в 1394 годах Тамерлан, считавший, что все пространство населенной части мира не заслуживает того, чтобы иметь больше одного царя, совершил первые походы на Кавказ. Огнем и мечом проходит он Азербайджан, Армению и Грузию. Перед вторым нашествием на Грузию в 1394 году царь Георгий VII успел собрать ополчение, к которому присоединил кавказских горцев, в состав которых вошли и давние военные союзники грузин – ингуши. Ингуши, проживавшие в Дарьяле и нынешних северных провинциях Грузии, на постоянной договорной основе занимались обороной северной границы грузинского царства и участвовали в военных кампаниях грузинских правителей с самых давних времен. Вначале объединенное горское войско имело некоторый успех, но подход Тимура с новыми силами переламывает ход битвы. Войско Георгия VII отступает на север, в горные ущелья. Хроника ксанских иристовов так описывает этот напряженный момент у входа в Дарьяльское ущелье. «Прибыло войско Тимура столько, что не могли вместить теснины ущелья. Спешились и спустились им навстречу Виршел и близкие его, и стали метать стрелы, затем обнажили сабли. И не могло напасть одновременно все войско, и повернули передние воины Тимура, ибо убиты были многие из них, и ушло все войско». Возможно, что одним из участников тех трагических событий у подножия Кавказских гор был и Теллар. Тамерлан так и не смог пройти вглубь Дарьяла, но обладание этим горным перевалом было важным пунктом в его походе, и через год он решил пройти его уже со стороны Северного Кавказа.
Грузинские хронисты считают, что одной из причин вторжения Тамерлана на Северный Кавказ было желание наказать горцев за то, что они выступили против него в союзе с Грузией и Азербайджаном. Кроме того, согласно старинному преданию, ингуши и кабардинские князья заключили договор об убийстве Тамерлана, и последний якобы узнал об этих планах. Так или иначе, зная, что общего языка с ним они не найдут, 15 апреля 1395 года в знаменитом кровавом сражении Тамерлана с Тохтамышем, длившемся 3 дня и решившем участь Золотой Орды, ингуши и другие горцы Кавказа снова выступили против Тамерлана, но уже в войске Тохтамыша. Ингуши поддержали Тохтамыша, монголо-татар, как наименьшее зло. Тамерлан с огромной армией появился в бассейне реки Сунжи. Хан Тохтамыш с золотоордынским войском расположился на берегу Терека, ожидая неприятеля. В битве участвовало не менее 500 000 человек с обеих сторон, и, как говорил современник, ручьями лилась кровь по степи. Племенное войско Золотой Орды было наголову разбито Тамерланом, и последующие 2 года стали одними из самых страшных лет в истории Северного Кавказа. Все его плоскостное население было вырезано практически полностью мстительным завоевателем. А те, которые остались в живых, оказались бродящими, растерянными и бездомными, как писал Шараф-ад-Дин Али Язди. Жестокость, например, Тимура всем известен. Он в отместку уничтожил все плоскостное, большая часть населения, и не только нации, там и адыгские племена, он вплоть до Эльбруса даже зашел, уничтожая крепости и людей. Далее путь Тамерлана лежал в горы. О том, как сильно он хотел туда проникнуть, мы читаем у того же Язди в книге «Побед Тамерлана», где этому посвящена целая глава под названием «Рассказ о походе Тимура на Симсим и крепости неверных, которые были там». Вдобавок к этим трудностям было много мест, с которых ни конному, ни пешему нельзя было спуститься. Поддерживаемый свыше, верующий властитель вследствие крайнего желания снискать себе заслугу священной войны сам подвергался этим ужасам и опасностям. У зрителей может возникнуть вопрос: зачем монголам, завоевавшим половину суши земли, а потом и Тамерлану, понадобился маленький клочок земли в неприступных скалах? Ведь еще итальянский монах-путешественник Плано Карпини писал в своих путевых заметках, что в горах Кавказа находится одна гора, которую вот уже 12 лет штурмуют передовые монгольские отряды. Знаменитый полководец слукавил насчет крайнего желания снискать себе заслугу священной войны. Все было гораздо прозаичнее, а именно вторая попытка овладеть важнейшими транспортными магистралями Кавказа после прошлогодней неудачи у южного входа в Дарьял. На Северном Кавказе не так уж много, и вообще на Кавказе не так уж много вот этих вот путей, которые выводят из севера на юг. Возьмем в Дагестане, при Каспийском Дагестане это Дербенский проход, здесь на Центральном Кавказе это Дарьял, и при Сухумская дорога вдоль Черного моря. И за контроль над этими перевалами еще с древнейших времен очень крупные международные политические игроки пытались установить контроль. И монголы, разумеется, тоже не были исключением из этого. А что же они значили для самих горцев? Конечно же, это будет последним, будем так говорить, оплотом самостоятельности и в данном случае ингушей, в целом и горцев Кавказа. И пытались они сохранить под своим контролем вот эти перевальные пути и более крупные вот эти артерии, какими являлся Дарьял. И здесь снова возникает фигура Телара, как непосредственного участника тех событий и процессов.
Асинское ущелье, в котором было найдено захоронение, являлось одним из важнейших стратегических районов Древней Ингушетии и всего Кавказа, через который пролегал путь из Северокавказской равнины в ее центр – Джейрах и Дарьяльское ущелье. Это была дорога, по которой Тамерлан направился в горы, известная в народе под названием Вордник – Арбовая дорога. Дорога эта была жизненно важным, потому что при первой возможности ингуши пытались возвратиться на плоскость. Что касается конкретно вот данной зоны, где вот Асинское ущелье, ущелье реки Фортанга, да, вот в зоне которой обнаружено вот это воинское погребение Талевра Гагиева, то оно описано в работе Фомы Ивановича Гарипекина, известного историка кавказоведа. Вот как описывал эти процессы исследователь Кавказа Фома Гарипекин. Древнейшие Арстхой имели поселение в передовой части Асинского и Бамутского ущелий и несли обязанности защитника народа. Отражая и нападая на врага, они беспокоили его постоянными, неожиданными партизанскими вылазками и наездами, а в случае потерь старались прятаться за каменными стенами, преграждавшие путь по ущельям Асы. И зажженными кострами на высотах подавали весть населению Галгая о движении врага. Воинственные всадники-арстхойцы были первые и главнейшие абреки среди древних ингушей. Поэтому можно говорить о том, что Арстхой вели как раз-таки самые тяжелые боевые действия с монгольскими кочевниками. Мне кажется, что как раз не зря вот появляются и такие погребения, как вот у Верхнего Алкуна. Это как раз отражение эпохи. Особенностью этого ущелья являлось то, что из-за своих природных свойств оно идеально подходило для длительной обороны. Мы знаем, что еще в конце XVIII века, в начале XIX века в Асинском ущелье побывали такие известные путешественники, исследователи, как Штедер, затем Ингельгард и так далее, которые как раз и отмечали вот это преимущество этого ущелья. И даже предполагалось построить здесь важные форпосты, предполагает строительство здесь российских крепостей, потому что сама природа позаботилась о том, чтобы именно в этом участке Горной Ингушетии функционировал такой стратегически важный участок, коим являлся Асинский каньон и Асинское ущелье. Вся эта зона, начиная от Верхнего Алкуна до Гяги-Галаш, в народе средневековья именовалась как Гяги-Морг или же страна Гагиевых. Именно Гагиевы несли охранные функции на протяжении многих веков. И так просто пройти через этот узкий Асинский каньон дальше на юг было практически невозможно без, будем так говорить, разрешения, без воли тех, кто держал в своих руках вот это Асинское ущелье. Это было категорически невозможно. Скажем, Алкун действительно находится на трассе, которую выводила ингушей, и, скажем, если кто-то хотел попасть, мог же попасть таким же путем в Ингушетию, то там, скажем, группа людей могла очень долго, используя рельеф местности, но, оказывается, сопротивление не пропускать, потому что узкое ущелье, обрывистые берега, и держать оборону было можно. Разумеется, дорога, вот эта магистраль, которая проходила через это ущелье с севера на юг, не была такой широкой, такой добротной, которую мы ее видим сегодня. Она разработана. А в древности через это ущелье можно было проходить только небольшим группам людей, выстроившись в линию. И, разумеется, местное население, местное ополчение, те, кто находились на вот этих заградительных стенах, те, кто находились в башнях крепостей, то они совершенно четко контролировали всю ситуацию в округе.
Протяженность Гаги-Мохк вдоль Асинского ущелья составляла 22 километра и имела 3 оборонительные линии. Около верхнего Алкуна находился башенный замковый комплекс. В самом узком месте он перегораживал ущелье. К нему примыкала непосредственно каменная заградительная стена с высокими запирающимися воротами, у которых постоянно дежурила хорошо вооруженная местная стража. Она занималась охранными мероприятиями против захватчиков, вовремя предупреждала внутренние Ингушетии о грозящейся опасности и первым принимала на себя удар врага. Эта первая линия была, здесь, видимо, и произошло сражение, в результате чего этот Талер и погиб. Вторая линия обороны находилась в башенном комплексе с заградительной стеной, и назывался он Церх. Цорха сегодня больше нет. По данным переписи 1886 года, в нем проживало 8 семей гетагажевых. По документам советского периода в 1944-м из него в Казахстан было выселено 2 семьи гетагажевых и 1 семья Гагиевых. А в начале 50-х Цорх перестал существовать окончательно. Землетрясение в горах уничтожило башенное поселение. Однако Крупнов успел еще в 1965 году запечатлеть остаток заградительной стены в Цорхе. И находилась она ровно посередине Гаги-Мохк, на 11-м километре ущелья. И, наконец, третья линия защиты находилась в районе так называемых Гаги-Галаш или башен Гагиева около Таргима. Если взглянуть на башню Гагиевых с противоположного берега Асы, с того самого, в котором покоился Телар, то видны лишь небольшие ее остатки. Однако вся земля позади их, покрытая сегодня лесом, представляет собой руины весьма крупного по тем временам башенного поселения, в котором находилось множество жилых, боевых и полубоевых башен и фамильное кладбище. До наших дней дошел рисунок путешественника Энгельгарта, побывавшего в этих местах в 1811 году, на котором запечатлено укрепление, существовавшее в Асинском ущелье. Мнения ингушских историков расходятся по поводу того, какая именно оборона Гаги-Мохк на нем изображена – Цорх или Гаги-Галаш. Основываясь на траектории движения Энгельгарта, одни полагают, что это укрепление находилось в Цорхе. Однако такое крупное поселение не могло исчезнуть бесследно даже вследствие землетрясения. Ведь сегодня в том месте, где находился Цорх, не осталось никаких примет такого обширного поселения, в то время как многочисленные руины Гаги-Галаш позволяют предположить, что застава, изображенная на рисунке, она и есть. И комментарий самого Энгельгарта подтверждает эту версию. К долине в одном из самых узких мест примыкает каменная стена, спускающаяся с западной отвесной скалы вплоть до самой Асаи, которая поворачивала между ней и крутым правым склоном. Только узкие ворота, защищенные башней, касались пешеходной тропинки и обеспечивали вход в расширение за стеной, от которой начинался округ Галга. В фамильном предании Тейпа сохранился факт трагедии, произошедшей в этом замке. Согласно ему, камень, на котором стоит самая выступающая его часть, некогда раскололся на 2 части, вследствие чего мгновенно умерло несколько человек, упав в расщелину. При ближайшем рассмотрении остатков башни факты из предания находят свое место. На противоположном от разлома остатке стены башни видны глухие оконца, которые могли находиться только внутри ее. Рядом заметен вход, который застроили позднее. Значит, одну из башен действительно внезапно разорвало вследствие движения камня, и в образовавшийся разлом могли упасть люди. Но во времена Телара замок был в порядке и исправно выполнял свои оборонительные и экономические функции.
Может показаться, что все годы присутствия на Кавказе монголов жители Ингушетии и остального Кавказа занимались только лишь войной с ними. Однако жизнь в горах развивалась в различных направлениях. Да и война требовала больших материальных затрат. Как мы не раз отмечали, после появления монголов на политической карте мира многое меняется. Происходят и изменения в траектории Великого Шелкового пути. Как мы знаем, существовал со II века до новой эры до XIV века. И тут уже предстояло решать новые задачи, как осуществлять вот эти международные перевозки через Дарьяльское ущелье. Она пролегала по Альшинской котловине, одна ветка шла на Грузию, другая в сторону Дагестана, третья на Осетию. Она была вымощена местами была выложена на известковом растворе, даже имелись бордюрчики. Ради удобства по ней проходили и посольства, шли купцы, ходили путешественники. Естественно, за проход они должны были платить. А местные жители содержали эту дорогу. Мимо ты никак не пройдешь, не прогонишь, ну, скажем, овец, там, не пройдешь незамеченным, прочее. Вот этот путь ответвления, в данном случае, от Великого Шелкового пути, который проходил через горные Ингушетии, он все-таки давал какие-то экономические преимущества населению горной Ингушетии именно в период Средневековья. И определенный доход, разумеется, оседал в руках тех, кто владел, допустим, заградительными вот этими крепостями в ущельях. И в Джарахском ущелье были эти заградительные стены, и в Асинском, и в Цоринском, и так далее. То есть их было в Средневековье значительное число. В общем, и, разумеется, те, кто владел, будем так говорить, этими ключевыми природными объектами, вот этими ущельями, то они и в руках их оседала значительная часть материальных ценностей. И это было жизненно важным условием для горцев в те времена. Строительство фортификационных сооружений были залогом самого их существования. Именно замкового типа они но они имели возможность, они брали дань с проезжих, и им надо было держать оборону, понимаете? Потому что если, например, к Таргиму подходили, и Таргим, если большой не был бы, враг форсировал бы и двинулся бы дальше. Но посреди бесконечной войны ингушские мужчины не забывали и о своих прекрасных половинах. Но еще вам замечу, те башенные замковые комплексы, которые оседлали эту дорогу, в их могилах самые богатые вещи. Из Индии, из Передней, Малой Азии предметы. Это купцы со всего мира подвозили. И каждая вторая девушка лежала в шелках. А шелк, особенно золотой шелк, очень высоко оценивался. Царица Екатерина покупала иранский шелк, клала золотые монеты. Сколько на шелке помещала золотых монет, столько он устроила. А у нас каждая вторая девушка в этих шелковых нарядах лежат в этих склепах. Ведь жизнь продолжалась, несмотря ни на что. И красавицы так же, как всегда, ходили нарядные поводу, и воины поили коней, и любящие бабушки качали ад. Тамерлан, так же, как и его предшественники-монголы, не прошел через Гаги-Мохк вглубь Ингушетии. Все фольклорные предания, связанные с ним, локализуются в районе Датыха и Алкуна. А вскоре, поняв, что ему так и не удастся удержать регион, он окончательно покидает и весь Северный Кавказ. В 1396 году Тамерлан возвращается в Самарканд, и Кавказский хребет так и остается северной границей его владений в регионе. Однако, как мы уже отмечали,
Для ингушей, так же, как и для остальных кавказцев, эти события не прошли бесследно. В тот период, или период нашествия у нас Тамерлана, в ряде мест мы фиксируем даже вот каменноящичные захоронения в 3 слоя, насколько много убитых было, насколько много павших было. Именно вот такой драматический период времени. И много убитых, и это фиксируем мы. Но Теллар в число тех погибших не входил. Как мы знаем, в его могиле находились монеты хана Пулада, которые чеканились 3 года, с 1407 по 1410. А значит, совершенно точно, что по крайней мере до 1407 года он был жив. Так что же еще могло случиться в этот период? Ведь Тамерлан ушел, а Орда была разгромлена. Несмотря на то, что Тохтамыш был разбит на голову среднеазиатским завоевателем Тимуром, все-таки инерционно Золотая Орда все-таки существовала. И, конечно, не было того могущества, которое было в предшествующий период. И уже в 15 веке постепенно как раз происходит как раз закат вот этого политического образования. На осколках Большой Орды начинают появляться новые политические образования. Такие, например, как Орда Ногайская, которая также пыталась утвердиться в регионе, вступая в вооруженные конфликты с горцами. Сегодня мы не можем сказать наверняка, когда и в каком именно сражении погиб Теллар. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что обстоятельства смерти этого человека были по достоинству оценены его соплеменниками. Его на возвышенном берегу Осы похоронили, чтобы постоянно с верхнего Алкуна было видно и показывали молодежи, что вот там захоронен легендарный воин-герой Талыва. В первом архивном вестнике Ингушетии по инициативе Чехкиева Джабраила был опубликован список людей, которые в разное время внесли вклад в историю народа. Наряду со знаменитыми лекарями, строителями башен и просветителями в него входил и Бяче Теллар. Люди, которые в древности увековечили, которым воздвигли мавзолей Зиртына, о котором воздвигли святилища, и о которых сложили песни и предания. Но, к сожалению, мы о них забыли. К сожалению, мы о них не помним. Я считаю, что необходимо обязательно увековечить память этого легендарного представителя индусского народа, каким являлся Талыва Гагиев, наименование улицы, название или Магаси. Нам есть чем гордиться, нам нужно не забывать таких личностей. И все же есть один предмет из захоронения Теллара, который дошел до наших дней в целости и сохранности. Это одна из 2 монет хана Пулада, тех самых, по которой ученые определили время его жизни. Кроме того, Мамаев Хамид, бывший коллега Чехкиева Джабраила, довольно оптимистично настроен по поводу судьбы остальных предметов. Музейные, так сказать, специалисты в буквальном смысле, рискуя своими жизнями, пытались спасти то, что можно было спасти. В их числе, кстати, был и Джабраил Юрьевич Чехкиев, который уделял тогда очень много внимания, так сказать, этим археологическим материалам. В итоге что-то у нас собралось, и вот сейчас мы ведем разборку остатков археологических коллекций, которые входили в состав, так сказать, фондов Объединенного музея. Мы будем разбирать часть ингушской коллекции, безусловно. Есть надежда, что что-то сохранилось. Что ж, будем надеяться на это. Кто знает, может быть, доспехи ингушского Бячи когда-нибудь снова окажутся на родной земле, в коллекции музея.
который скоро расположится в боевой башне Согласия. Вайдалчыдин лудац, адалчыхун лудац, адалчыхун лудац, маршалу бябити, безумы вейн мерзабац, безумы вейн мерзабац. Шиля ты так должен, Беркат Махадл. Беркат Махадл, вот ты так должен, будешь садвалда, будешь садвалда. И хама хаузла же я ёла кенки, я ёла кенки, подполыш халыш же сидолы мягкой. Сидолы мягкой. Вайдалчыдин лудац, адалчыхун лудац, адалчыхун лудац, маршалу бябити, безумы вейн мерзабац, безумы вейн мерзабац. Вайдалчыдин лудац, адалчыхун лудац, адалчыхун лудац, маршалу бябити, безумы вейн мерзабац, безумы вейн мерзабац. Barkle.